Зикар, там рассказывать нечего, это языческий ритуал вокруг костра. С тех пор, как человек научился разводить огонь, он начал почитать его, потому что от него зависела вся жизнь. И, естественно, устраивает разные ритуалы вокруг огня. У всех народов он есть. Давайте я лучше вам покажу. У нас в основном в Телеграме бывает все самое интересное. Когда мы спустились с вулкана, Джексон повел нас в родную деревню на праздник. И я понял, что теперь воспринимаю любые звуки иначе. Я стал различать слои звуков. Слух стал ощутимо острее. Я открыл для себя целый мир звуков, который был скрыт от меня даже несмотря на то, что я музыкант. Я очень горжусь тем, что сумел дать Уиллу представление о том, что испытываю сам. Что можно наслаждаться не только внешним обликом мира, но и уметь воспринимать на слух нечто неуловимое, прекрасное и жестокое. Глазами воспринимается лишь часть реальности. Возможно, в какой-то степени я помогаю ему ощутить весь спектр нашей жизни. Великолепно. Вулкан поет. Этот танец олицетворяет отношение жителей деревни к звукам вулкана. Они находят гармонию с первобытными силами природы. Этот танец изображает вулкан, так ведь? Да. Да, они показывают, как лава плавится внутри горы и кипит. Поэтому вы слышите такие звуки. Этот танец имитирует звуки вулкана. Хлопки — это взрывы. Топот — это инфразвук. Так они воспевают звуки, которые каждый день проходят сквозь их тела. Круто! Не идти к ним? Хорошо. Все встаем, давайте танцевать. С ума сойти. Земля совсем как большой барабан.
Продолжай, Эрик. Все на Земле издает звуки. Все без исключения. Эту песню мы не всегда можем услышать, но мы можем научиться ее чувствовать. Настройтесь на волну Земли. Подхватите ее ритм. Научитесь под него танцевать. Да! Добро пожаловать на Землю. Я стал слушать иначе. Теперь я слушаю по-настоящему. Но это лишь начало. В общем, вот что такое зикр. По-простому, это настроиться на волну Вселенной, настроиться на волну Бога, слиться с Богом, с природой.